Насколько я знаю, 40 домов на то время насчитывалось в этом поселении. И жили люди, наверное, не один год, десятилетия, может и столетия. И жили, и каждый занимался своим делом. Кто-то садил хлеб, выращивал, кто-то занимался какими-то ремеслами, кто-то среди них был, наверное, и мастер по обуви, а кто-то был и строитель хороший, строили дома. Кто-то ведь и управлял, были, наверное, и хозяева, и жили мирно. И сосуществовали. И во всей России так было. Были и помещики, были и дворяне, были и крестьяне, были и ремесленники. И жили, и существовали вместе мирно. Каждый радовался своему труду, и каждый радовался своему куску хлеба, который сам зарабатывал или был достоин. И кто-то защищал Россию, воины были, и не одно поколение. И вот случилась беда, что брат пошел на брата, что русский православный человек стал убивать русского православного человека. За что? За то, что кому-то захотелось поссорить между собой такое огромное государство. И свершилось это через разные призывы, речи и вселение в умы, то, что один достоин совсем другой участи, как им не там делать. Кто был никем, тот станет всем. Всем стать это невозможно. Всем может быть только Господь Бог. А человек должен знать свое дело, свое место. И вот это вот надо было вселить в умы такое, что ты будешь всем. И вот и взял ружье и пошел. Он же все теперь выше Бога. Он теперь может распоряжаться жизнью, судьбой другого. Церковь относится к этому времени, я имею в виду время, вы знаете, по какому мы случаю собрались, время начала 20 века, смутное наше время, Октябрьского переворота, разделилась Россия. И церковь относится ко всем. И к красным, и к белым одинаково. Как к россиянам православным в то время. Они все были крещеные. И всех поминает. Я ехал сюда и вспоминал 93-й год, когда мы взяли хоругви, впервые в жизни в Ижевске, после долгих лет советской власти, вышли из собора и пошли на Красную Горку, которые все знали, что это место маевок, что это место захоронения большевиков, и там более 30 могил, более 30 захоронено большевиков. Куда пошли попы? Куда пошла церковь? На Красную Горку молиться.
Многие уже не знали, что там когда-то стоял Михайловский храм, собор. Мы поднялись на эту горку, и что там? Там вот захоронение большевиков. И владыка дает команду: пойдемте туда и будем молиться. По-разному люди отнеслись к этому поступку. А вот промыслительно он тогда это сделал, он уравнял всех. Он так сказал, что это лежат люди, не враги нам, они россияне, заблудшие. Им вот вселили это в умы ихние, что надо вот идти и сейчас убивать других. И с той стороны это дьявол вселил в нас, россиян православных, враг нашего колыбель православия, где впервые князь Владимир крестил нас, россиян, колыбель христианства. И вот что там творится, это тоже для того, чтобы нас с вами поссорить и нас с вами разъединить. А мы вот собрались здесь и доказываем свое единство. Были белые, были красные. Но это россияне, это наши предки, и мы их делить сейчас не будем. Было время советское, замалчивали белогвардейское движение. Сейчас демократия, мы говорим, но не должны и забывать и тех, которые за советскую власть сложили головы. И вот наш с вами сегодня, наш с вами поступок, это очень хороший поступок для примирения. Вот все говорят, Россия должна покаяться. Вот это и есть наше с вами покаяние. Вот эти кресты за всех погибших россиян в то смутное время, это есть наше покаяние. Это наше покаяние нашего поколения и поклонение нашим родным и близким и нашим предкам. Я сейчас коротко хотела бы слово предоставить Маргарите Ивановне, нашему краеведу, которая занимается этими вопросами, про Гамбургскую трагедию. Конечно, коротко, Маргарита Ивановна. Гамбургская трагедия – это очень малоизвестная трагическая история, которая произошла в Удмуртии в 1920 году. Но это одно из всех восстаний, которые проходили в стране Советов. Потому что ломались старые дореволюционные устои, и не каждое население, не каждый человек принимал без души вот все эти перемены. И в стране большевиков были созданы продовольственные отряды, которые изымали продукты сельского хозяйства от населенных пунктов. И вот эта политика советской власти дошла и до нашей окраины, до нашего села Старой Зятцы, рядом с которым вот находится вот небольшая вот деревенька Гамбург. Здесь тоже была создана своя большевистская партийная ячейка, которая занималась и вот изыманием этих продуктов. И порой эти продукты изымали в таком количестве, что само население деревни оставалось без продуктов. И вот недовольные люди, они как бы организовали вот такой мятеж. Они вернули все свои продукты, но у них не было оружия. И тогда им навстречу пришли отряды колчаковских войск, которые отходили в Сибирь, на Дальний Восток, и вот оказали помощь местному населению. И в одну из ночей октября месяца 1920 года вот это восстание произошло, и были убиты все большевики и часть вот их семей. И значит, советская власть, конечно, очень жестоко расправилась с этими мятежниками. Более 40 человек были арестованы вот после этого события трагического. И мы с вами несколько лет назад буквально были участниками вот события, когда вот был установлен этот камень в честь памяти о тех большевиках, которые были убиты в эту трагическую ночь. Но ведь здесь есть и другая сторона этого события. Здесь пострадали не только большие люди из большевистских рядов, но и из рядов восставших. И они прошли и тюрьмы, и концентрационные лагеря, прошли гулаговские зоны. И большинство из них не вернулось.
И поэтому вот сегодняшнее событие, которое мы участниками которого мы с вами являемся, оно как бы заставляет нас помнить не только о тех большевиках, которые погибли в эту ночь, а о всех тех, кто был арестован, который не вернулся из лагерей. И это бы как бы мероприятие посвящено вот примирению между, вот раньше говорили, белыми и красными. То есть мы должны помнить и тех, и этих людей, потому что это история нашей страны, и мы должны об этом помнить. Все одинаковые люди, мы все, у нас далеко корни, не все родственники, мы где-то и прапрапрап, скажем, внуки уже этих людей, ушедших из жизни, вот в таких трагических событиях. И вот эти мероприятия, они проводятся в преддверии памятных мероприятий, связанных со столетием Первой мировой войны, которая началась в 1914 году. И дальше с последующим началом и также и гражданской войны. И Московский благотворительный фонд имени академика Павлова по благословению известного оптинского старца архимандрита Илья, духовника патриарха Кирилла, воздвигает вот памятный православный крест, участниками освящения которого мы сегодня с вами были. Вот именно и цель этого мероприятия — это примирение, увековечение памяти вот всех тех погибших в годы гражданской войны. И такой же аналогичный крест был установлен осенью прошлого года в поселке Лынга, на окраине этого поселка, и также на месте строительства храма в этом же поселке. Я предлагаю всем подойти к этому кресту и его обязательно к нему приложиться. Договорились? Вот это было нашим заключительным моментом, аккордом. По благословению старца была напечатана книга, она, правда, посвящена другому кресту, всё, но кому-то, да, всем, кому-то всем хватит, не наверное, достанется. да, Тут всем не один достанется, класс да. или несколько. Вот зауч здесь. 3. Дайте-ка вот я вам библиотеку и на 3 класса. Только потому что всем не достанется. Господний крест, она так и называется. Благословите Владыка. Да. Вот здесь на портрете, это портрет Михаила Ивановича Шерстенникова, который приехал к нам после окончания Вятской духовной семинарии в 1863 году. Он нашел мецената Федора Григорьевича Чернова, был Черновский фонд, построил более 30 храмов, купец первой гильдии в Елабуге. Вот, потому что такой вот храм огромный на деньги прихожан не было возможности построить. Так, здесь он прожил всю жизнь, начиная с 63-го, и вот в 1922 году он умирает, прослужив 59 лет. В одном месте. Да. Вот это. И из нашего вот населенного пункта сделал культурный центр, он потому что не только занимался духовной составляющей, но и был просветителем, который был известен во всей Удмуртии. Вот вы здесь видите здание, где находилось министерское училище, да. Здесь вот дом его. Сохранился. Да, сохранился дом. А скажите, архитектор вот такого все-таки Архитектор храма, это Купинский, же Елабужский. Елабужский, архитектор, да? Купинский. Купинский, да? Это в русском стиле. 3 предела. Первый предел в честь Афанасия и Кирилла Александрийских. Через 15 лет построили центральный. Это в честь Казанской иконы Божией Матери. И через 2 года 3-й предел в честь великомученицы Параскевы.
Здесь были у нас святыни, вот у нас есть все архивные документы, послужной список Михаила Ивановича. Святыни, что интересно, выписывались по почте. Здесь есть свидетельства вот тех мощей, которые здесь были. Мощи по почте Вот, приходили. да, очень Смотрите, интересно. как почта Сейчас работала. они в Кикаране, они не Вот, могут их я хочу вернуть. показать, вот вторые. Вот, кстати, Вот мы они. прикладывались, да, Вот. вот за Они в Георгием. Кикаране, и она не может их вернуть. Так я удивлен, я приехал в храм, говорю, такой храмик, а откуда у вас эти мощи? Наверное, говорит, Вот строители. отсюда они. А он молчит, говорит, тут, говорит, У нас все, вот и вот